На этом все. С вами был Николай Никулин. Больше обзоров в моей группе ВКонтакте «Кинокритик против». Спасибо за внимание и смотрите кино с удовольствием. Прошлое нельзя спрятать навечно. Явилась! Это еще что такое? Не запылилась! Древнее египетское зло наведет шороху на улицах Лондона. Рассел Кроу. Люблю, когда на лице гримаса боли. Том Круз. Южда. Нет, но ты пожалеешь, что не умер. Любовь моя. Мумия. Сегодня в 20:00. Перхоть возвращается снова и снова. Наиболее частой причиной перхоти является грибок. Лекарственный шампунь Низарал воздействует на грибок и способствует уменьшению зуда и шелушения. Минимальный курс лечения – 2 недели. Низарал борется с причиной перхоти. Что-то. Бесплатная Сберкарта вернет до 10%. Сберкарта. Очевидно выгодно. Оформите в приложении Сбербанк онлайн. Скидки на бытовую технику до 50% и бесплатная доставка. Успей купить двухкамерный холодильник Индезит всего за 17 790 рублей. С 21 по 26 июня распродажа на Алиэкспресс. Некоторые собаки могут разогнаться до 60 км в час. Ваша собака восхитительна. Позаботьтесь о ее здоровье с Perfect Fit. Perfect Fit работает. Убедитесь в результате, или мы вернем деньги. В нашем Тархуне есть Тархун. Черноголовка. Голос природы. Алмагель А. Борется с изжогой и болью в желудке, бережно обволакивая его стенки. Алмагель А. Знает свое дело при изжоге и боли в желудке. В Чехии говорят, когда в душевной атмосфере встречаются лучшие друзья и ароматный жатецкий хмель, то отдыхается хорошечно. Жатецкий гусь не алкогольный. Отдохни хорошечно. Затем, что приносит удовольствие, хочется провести как можно больше времени. Мой король! Крушовица. Светлое, безалкогольное, королевское удовольствие. Любите ли вы тушенку так, как любим ее мы? Если ваш ответ «да», то спешите в магазины «Айгуль». Тушеная говядина «Бурят Мяспром» 338 грамм, ГОСТ 129,90. «Айгуль» – покупки в радость. Обновите свою мебель, не вставая с дивана. Магазин Еврочехол. Подбор по фото, консультации по телефону и WhatsApp. Успейте, пока действуют скидки. С наступлением весенне-летнего периода предлагаем вам разместить скоропортящиеся продукты питания, продукты, требующие хранения в условиях низких температур, пищевое сырье и другое в ледниках, расположенных в центре города по адресу Петра Алексеева, 62. Справки по телефонам 749 576 8 924 567 67 68. Клиника варикоза нет? Теперь в Якутске. Прием хирурга-флеболога с УЗИ вен обеих ног всего 1000 рублей. Звоните 319 019. Я Сталик Ханкишиев. У меня новое кулинарное шоу о вкусной и здоровой пище на РЕН-ТВ. В субботу к 8:30 утра точите ножи. Новые герои, новые блокбастеры, новый сезон на РЕН-ТВ. Или лучше. Мошенничество королевского масштаба. На чем попался аферист, который несколько лет выдавал себя за принца? Как он обманывал знаменитостей? И за что наградил Памелу Андерсон титулом графини? Невероятно интересная история. Сегодня, 14:00 на РЕН-ТВ.
человек пострадали в ДТП на востоке Москвы. Водитель БМВ на огромной скорости протаранил внедорожник, стоявший с включенными аварийными сигналами в среднем ряду. В автомобиле находились женщины и 5 детей, самому старшему из которых 13 лет. Некоторых из них едва не выбросило из салона через окно. Членов семьи с различными травмами доставили в больницу, но, судя по всему, виновник аварии засмотрелся в свой телефон, потому что не заметить машину на абсолютно пустой дороге было просто невозможно. В Красноярске избили школьника, который заступился за пенсионерку. Пьяный мужчина оскорблял пожилую женщину, которая ждала автобус на остановке. Подросток, несмотря на столь юные годы, не побоялся сделать замечание. Хам не стал церемониться и несколько раз ударил его по голове. Однако и у мальчика нашлись заступники, на его защиту тут же встали взрослые. Собралась разгневанная толпа, поэтому хулиган поспешил сбежать. В Уссурийске неадекватный местный житель устроил стрельбу в центре города. Молодой человек раскуривал прямо по проезжей части и без разбора палил в разные стороны из пневматического пистолета. Водители не решались ему сигналить и осторожно объезжали хулигана. В какой-то момент его внимание вдруг привлекли несколько прохожих, по которым он тоже без всякой причины открыл огонь. В панике люди бросились в рассыпную и вызвали полицию, однако, по словам очевидцев, к приезду патрульных нападавший успел скрыться. Гонки во время ливня привели к смертельной аварии на Сахалине. По словам очевидцев, темная иномарка мчалась со скоростью больше 100 км в час на мокрой трассе. Водитель потерял управление и сначала протаранил фонарный столб, а потом еще и сбил пешехода. О силе удара можно судить по последствиям. Автомобиль разворотило. Лихач и его пассажир скончались мгновенно. Чтобы извлечь их тела, спасателям пришлось разрезать машину. В этом ДТП выжил лишь пешеход с тяжелыми травмами. 51-летнюю женщину экстренно доставили в реанимацию. Одно из самых быстрых и легких ограблений произошло в Новосибирске. Преступнику понадобилось всего 20 секунд, чтобы забрать деньги у администратора хостела. При этом налетчик не использовал вообще никакого оружия. Ему хватило всего пары слов, чтобы напугать сотрудницу и заставить отдать выручку. Нападение получилось очень эффектным. Администратор была настолько шокирована, что догадалась позвонить в полицию лишь спустя несколько минут. В Липецке лихач на небе устроил ДТП и скрылся. Он обгонял попутную машину по встречной полосе прямо на пешеходном переходе и спровоцировал столкновение. Удар был не сильным и пришелся по касательной. Повреждения минимальные, никто не пострадал. Тем не менее, авария была, так что сбежавшему виновнику ДТП как минимум грозит лишение прав. Ну а пока его разыскивают полицейские. Жительница Оренбурга украла у ребенка велосипед, чтобы подарить своему сыну. Денег не хватало, поэтому находчивая мать отправилась не в магазин, а в соседний дом, где и подыскала подарок. В результате сюрприз, конечно, удался. Мальчик получил велосипед, только теперь может надолго расстаться с мамой, которой грозит уголовное наказание. Здравствуйте, это новости на телеканале РЕН-ТВ. Мои коллеги и я, Алина Лихоманова, расскажем о главном к этому часу. На МКС угроза разгерметизации. На иллюминаторы станции совершена атака извне.